Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши подписки и за ваши добрые, хорошие комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Правдивое гадание о ваших отношениях и о том, что ждет вас в будущем. Мои дорогие, я буду делать гадание и говорить все, что вижу, без всяких там прикрас и без всякой скромности. Мои дорогие, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Представьте, что этот человек рядом с вами. Можете позвать его несколько раз по имени. Задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, что происходит в наших отношениях? К чему все идет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что сейчас происходит в ваших отношениях. Что сейчас происходит в ваших отношениях. Ого, да. Смотрите, мои дорогие, в ваших отношениях бесспорно есть любовь. Есть любовь, есть яркие чувства, есть яркие эмоции, есть просто море каких-то вот и желаний, и хотелок, и мечты, и я не знаю, тут желание раствориться просто в друг друге, жить под единой крышей, быть одной семьей, быть самыми счастливыми, любить друг друга без устали. Но есть одно большое но, это влияние человека, третьего человека, который вот он мощный достаточно человек, он влияет как на вас, так и на вашего партнера. То есть в ваших отношениях кто-то третий лишний. Вот задумайтесь. Этот человек очень мощно влияет и на вас, и на вашего партнера. Причем вашего партнера якорит, вот как хотите, там якорь просто заброшен, а на вас просто какой-то постоянный, вот, не знаю, информационный какой-то шум идет, да, какой-то, может быть, там информации, данные, сплетни, не знаю, какой-то вот, ну, какой-то вот сток информации идет на вас, причем самой грязной, самой неприятной. Здесь очень жесткое влияние, здесь очень жесткая манипуляция. Здесь человек, он реально какой-то кукловод, игрок, причем он притворяется там добрым другом, любящей мамой, прекрасной подругой. То есть человек, который притворяется, он играет как с вами, так и с вашим партнером. И эта ситуация очень четкая. То, что у вас отношения не строятся, либо какие-то проблемы в ваших отношениях, знайте, что это при участии вот именно этого центрового человека. Он даже и вышел в центре. Понимаете, ваши отношения, но при этом есть какой-то центровой человек, который очень сильно на них влияет. Этот человек, он может влиять либо сильно психологически, либо даже магически. Человек может влиять. У человека может быть очень сильная энергетика. Благодаря этой энергетике может просто вот на вас наводить какую-то морок, понимаете, может наводить, может там крадуны вам делать, может психологически очень сильно влияет, да, вот какие-то сплетни распускать, может быть какие-то подозрения сеять в ваших сердцах. То есть человек достаточно жестко это делает. Игрок по жизни, у самого этого человека жизнь либо не сложилась, либо жизнь несчастливая, и человек как будто бы мстит всем, кто в любви, кто в любовных отношениях, кто в хороших отношениях, в дружеских отношениях. Вот человек этот желает, чтобы всем везде было плохо. Вот как мне плохо, пусть и всем вокруг будет плохо. Вот этот момент очень четко видно. Поэтому вам мой, конечно же, совет уходить подальше от этих третьих лиц и не попадать ни под чье влияние. Обязательно нужно подальше держаться от таких абьюзеров, манипуляторов и зложелателей, злопыхателей, да, которые вот у вас здесь вышел. Следующий момент – это то, что касается того, что же на самом деле между вами происходит. Вы, вот смотрите, это вы, а это ваш любимый человек. Вы друг к другу тянете руки, но никак не можете дотянуться. Да? То есть
между вами есть чувства, между вами есть эмоции, между вами есть желание, но никак вот есть барьер, который не позволяет вам построить эти отношения. Почему-то, потому что вот старание вот такой кобры, ядовитой кобры, которая вот просто впрыскивает в яд под кожу и вашему партнеру, и вам. Вы никак до друг друга дотянуться не можете, никак не можете объединиться именно в хорошую, счастливую семью. Знаете, вы можете быть долго в отношениях и никак не можете, вот, скажем так, пожениться, например, да? Либо вы в семье уже женаты, но постоянно есть какие-то моменты, которые вас разводят. То есть вы постоянно можете спорить, ссориться, уходить в паузы, уходить просто в какое-то вот молчание, в холодные отношения. Вот это все может между вами происходить. И все это благодаря тому, что вот есть человек, который просто, я не знаю, 24/7 старается разрушить ваши отношения. Вот такой момент очень четко считывается. Смотрите, еще хочу сказать такую вещь. Ваш партнер, ваш мужчина, это именно мужчина, очень слишком внушаемый человек, которому можно, я не знаю, внушить все что угодно. Все что угодно. Даже там, например, что, не знаю, там инопланетяне захватили там правительство всех стран. То есть как бы может поверить абсолютно во все. Такой легковерный человек, плюс, я не знаю, то есть не любит он как-то включать свой мозг, да, чтобы отсеять правду от неправды. Вы более прагматичная женщина, вы четко понимаете, что происходит, вас вообще как бы не надурить, у вас очень сильная интуиция, вы, конечно, не всегда доверяете себе почему-то, то есть есть такой момент сомнений в себе, но тем не менее интуиция ваша не оставляет вас ни днем, ни ночью. Если вам интуиция не может днем пробиться, то она приходит через сны. То есть какие-то подсказочки у вас все равно есть. У мужчины эта ситуация просто отсутствует, и поэтому вы сильнее, чем мужчина. Вот как хотите, вы сильнее, чем мужчина. Что делать вам? Ну, либо бороться со всей этой штукой, да, негативной, которая в вашей жизни присутствует, либо, скажем так, идти своим путем в новые какие-то отношения, в новое счастье. Но я вижу, что вы хотите бороться, я вижу, что вы просто так не отступите, я вижу, что вам брошен вызов, и вы его приняли. Но, еще раз говорю, для вас очень важна вот эта подсказочка, что мужчина очень внушаемый. Смотрите, за вами только духи вашего рода, ваш ангел-хранитель, духи вашего рода. А за ним куча людей, которые ему что-то там долбят в голову, да, что-то ему рассказывают, там показывают, там что-то говорят, ты должен, ты там 5-е, 10-е. Да? И он всех их слушает, ему очень тяжело их всех выносить на себе. Вот этот момент очень четко здесь и видно. Здесь у него радуги практически вообще в жизни не бывает, то есть каких-то счастливых моментов, они ему только снятся, скажем так. А вы человек, который может порадоваться, в принципе, любой вещи, которая в вашей жизни происходит. Вы ближе к высшим силам, вы благодарный человек, а мужчина такой, знаете, ну, потребитель, да, потому что, ну, не верит он в чудеса. Жизнь у него сложная была, он в чудеса не верит. Здесь, кстати, мужчина может быть и игрок, и, знаете, такой с дурными наклонностями, потому что у него в жизни счастья мало, и он догоняется благодаря там допингу, либо общению там с друзьями, может быть даже азарт какой-то, либо там, я не знаю, там может и подъедать, и что угодно, да, то есть как бы счастье он свое компенсирует. А здесь еще такой момент, что мужчина, он вообще не понимает, в чем его слабые стороны, вообще не понимает, то есть он бы, может, и рад бы поменяться, только не знают в чем. То есть такой момент, что глазки у него закрыты. Да, в зеркало он себя не видит. А если видит, то там в зеркале, не знаю, какой-то, там, не знаю, красавица Аполлон стоит, да, без ней, там, полностью идеальный человек. Вот. Вы своего мужчину видите насквозь, но вы его слишком сильно там наделяете какими-то благородными свойствами и даже, не знаю, ну тут любовь, понимаете, любовь вам застилает глаза. То есть видите вы его таким, как есть, но очень многое готовы ему простить, забыть, там, глаз прикрыть. С одной стороны, конечно, да, в любви это правильно, но с другой стороны, ну, это не мотивирует вашего мужчину. То есть такого момента мотивации не происходит. Что ждет вас в будущем? Ну, здесь однозначно, либо вы будете бороться за своего мужчину, либо вы вот избавитесь от этого вот абьюза, от этого человека, который очень сильно влияет. Опять же таки, кто это? Если это его мама, то
очень нелегко вам придется. Если это вот какая-то бывшая, то же самое. Понимаете, потому что вот прям якорь, вот в него якорь запустили и прям держит его очень сильно. Если будете вырывать, просто с кровью, с мясом пойдет. Здесь очень нужно как-то деликатно и аккуратно действовать. Тут от вас потребуется вся ваша энергия, весь ваш потенциал, все ваши способности, и понимаете, тут и милосердие будет, и даже где-то нужно будет хитрить и юлить. Все, понимаете, все, что у вас вот до этого момента в жизни накопилось, все это вам потребуется. Борьба будет сложной. Сложная, это какая-то, даже я сказала бы, подковерная борьба, да, она не афишируется, она нигде не прописана. Здесь люди встречаются, друг другу улыбаются, когда отворачиваются, то, не знаю, кукиши друг другу крутят. Вот такой момент будет происходить. Выиграете вы, либо проиграете, зависит все от вас. Я вижу, что у вас на будущее есть возможность именно быть вместе, в паре, в отношениях. Детки могут быть. Вот счастливые какие-то времена в вашей жизни могут наступить. Но от вас, именно конкретно от вас, потребуется очень много действий. Очень много действий, как вы воспримете это, как вы будете к этому относиться. Знаете, вот кто-то подумает, что это мой крест. Это мой крест, мне его нести, и я буду это делать. Кто-то, вот смотрите, пойдет на чистки, он будет мужчину чистить, будет там всячески пытаться его, может, даже к психологу поведу, да, мужчину своего, девочки. Кто-то будет, наоборот, пытаться мужчину там, от вредных привычек отучить. То есть по-разному будут действовать. В будущем, еще раз говорю, все зависит от вас. Я хочу вас предупредить о том, что человек непростой, человек не видит своих недостатков, человек, который уж слишком сильно зависим от чужого мнения. Слишком много людей на него влияют. Это, конечно, большой минус. Знаете, вы тоже на него влияете, но здесь вот именно такое влияние, когда, как на разрыв, да, одни люди в одну сторону его тащат, вы в другую сторону тащат, а мужчина страдает, может просто порваться. Вот до этой ситуации доводить нельзя, потому что если он порвется, вот поверьте, он либо в запой уйдет, либо в загул уйдет, либо вообще где-нибудь потеряется. Да, вот такой момент тоже может быть. Может даже чем-то заболеть нехорошим, не дай бог, конечно. Тем не менее, здесь от вас, еще раз, мои девочки, потребуется просто какая-то невероятная выдержка, колоссальные умения. И у вас, в принципе, все это есть. У вас есть это все, насколько вы согласны, насколько вы хотите, насколько вам этот мужчина важен, дорог, это уже зависит от каждой, кто посмотрит гадание, и каждый, кто для себя именно решит, что делать, куда идти и как вам стоит выстраивать свои отношения и свою жизнь. Это непростые отношения, но есть за что побороться, есть за что ухватиться, понимаете? И есть за что вот вам действительно схлестнуться с вот этими злыми силами, назовем их так, да. Победа, она, понимаете, вот здесь у меня в песке выглядит так, 50/50. Звезда-то есть. Звезда исполнения счастья, оно есть. Но, опять же таки, со стороны вашей идет. Да? Со стороны мужчины это очень такое бедненькое проявление. Вот, а с вашей стороны может быть действительно победа стопроцентная. Да? Что хотели, то можете получить. Главное поставить себе правильную цель, выбрать правильные действия, не спешить, и все будет замечательно. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Огромное спасибо за ваше внимание. Всем пока-пока.